Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сегодня День ветеринарного работника. Профессия ветеринара – одна из самых благородных и гуманных. В этой профессии не бывает случайных людей. Поговорим о деятельности ветеринарной службы в регионе. Гость студии – руководитель департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия Петр Петров. Петр Лукич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вот поздравляю вас и всех ветеринаров с профессиональным праздником. Вот какие задачи на сегодня стоят перед ветеринарной службой республики? Спасибо за поздравления. Мы очень рады, что вы обратили на нашу службу особое внимание и ежегодно приглашаете в эфир. У нас всего вес службы работает 1785 штатных единиц. У нас расположено это во всех районах, во всех населенных пунктах, 45 ветеринарных лечебниц, 127 ветеринарных участков и 221 ветеринарных пунктов, в которых мы работаем. Но основная наша задача – это эпизоотическое благополучие, то есть у нас одна задача первостепенная – это защита населения нашей республики, Российской Федерации от заноса особо опасных заразных болезней. Это первое. И обеспечение качества продовольственной безопасности. Это весовая экспертиза всех продовольственного сырья и животного происхождения. И открытие и закрытие в случае выявления неблагополучных пунктов. И второе – это лечение больных животных. Вот давайте остановимся на болезнях общих, да, для человека и животных. Как обстоят дела с бруцеллезом собак у нас в республике? У нас в прошлом году при исследовании в частной клинике были выявлены подозрительные на бруцеллез собаки. И после этого рентген-снимка были сопровождающие болезни. Это воспаление яиц, яичников, и бурсит, это в коленных суставах собак. Поэтому у нас было поголовное исследование, во-первых, у обративших в частных клинику это владельцев животных. И вторая у нас задача была исследовать безнадзорных животных, которые у нас находятся по адресу город Якутск, улица Очищенко. Выявили положительных результатов, которые болеют бруцеллезом, и есть сомнительные. Да. В данное время ведется комплекс плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных болезней, это бруцеллез собак. В дальнейшем у нас этот карантин продолжается, и у нас сейчас на следующей неделе будут отобраны забор крови у сомнительных собак, и агрессивных собак. Так что работа ведется. Данная болезнь является общей для человека и животных. Поэтому болеют люди. А вот чем, кстати, опасен бруцеллез для человека и как он от собаки передается? У нас в советское время были неблагополучные пункты. Это крупнорогатый скот в основном, да, и наши ветеринарные специалисты по роду своей деятельности лечили животных. Есть у нас и больные ветврачи, то есть это является у нас в то время являлось профессиональной болезнью. Люди, им присваивали инвалидность. Поэтому данная болезнь очень коварная, она действует очень длительное время, 10-20 лет, и того человек может стать калекой, инвалидом. Поэтому мы стоим на страже, и хоть что, мы все эти болезни должны предупредить и ликвидировать. Это наша основная задача. Действительно, болезнь очень опасна, если приводит к инвалидности. А вот как решилась ситуация с бешенством оленей в Алайховском улусе? Шумевшая история. Да, у нас такая тоже история была. Было поступление информации с оленеводов, что был массовый падеж северных домашних оленей в Алайховском районе. Когда они в тундру ушли, это стада, да, где-то информация поступила в конце мая. Мы по приближению этих стад мы получили отбор проб
это головной мозг северно-домашнего оленя, и мы выявили протокол Якутской республиканской ветеринарной испытательной лаборатории. Мы получили, что данный патматериал, то есть у оленя, выявлен вирус бешенства. Сейчас в данное время у нас выехали 2 специалиста в командировку, ну и там на месте отработали, но, к сожалению, в связи с погодными условиями стадо разбежалось, поэтому они не смогли провести вакцинацию против бешенства. Где-то мы в основном вакцинировали 162 оленей. Но следующая у нас корреляция намечается в октябре, и мы должны присутствовать при подсчете данных, учете северно-домашних оленей, и вся ситуация прояснится после корреляции северно-домашних оленей. Работа продолжается. Ну, насколько нам известно, даже ветеринарные специалисты вели поиск этих разбежавшихся оленей, да? Да. Вместе, получается, с местными жителями. Да, 3 недели находились в тундре наши 2 специалиста, но, к сожалению, нам не представили для вакцинации данных оленей. Угу. Вот в Якутске в районах проходят рейды по соблюдению правил содержания собак. Вот как проводится такая работа, ну и с какой целью? Так, ну, у нас есть задача и полномочия, это безнадзорные животные, это федеральный закон 498. Данные полномочия мы передали в 2014 году органам местного самоуправления. И ежегодно правительство Республики Саха-Якутия выделяет на 7 мероприятий. Это отлов, стерилизация, выпуск в естественную среду. В этом году выделено 80 миллионов. Так, это по всей республике. В прошлом году город Якутск, густонаселенный город у нас Якутии, где-то мы в том году на отлов они использовали около 49 миллионов рублей на отлов. Нынче мы с начала года отловили 2800 безнадзорных собак, и у нас работа продолжается. Данные деньги выделяются субвенции для мероприятий. То есть отловили собаку, стерилизовали самку, кастрировали самца, ну и через 30 дней выпускали в естественную среду. Работа такая продолжается. Да, можно знать, что безнадзорных животных у нас ежегодно прибавляется. И впереди у нас тоже сейчас окончание дачного сезона. У нас всегда рейды проводим. А по городу Якутск есть учреждения, которые занимаются 6 бригад отловами по городу Якутск. Поэтому, если сравнить прошлогодние и позапрошлые года, отлов у нас отлажен. Ну, Евгений Николаевич Григорьев этот вопрос взял под свои руки. Поэтому работа ведется. Ну, вообще, если говорить в целом о ситуации с безнадзорными животными, как дела обстоят у нас в Якутске? Так, по всей республике у нас имеются наши инспектора в районах. Они проводят рейды. По итогам этого года, 8 месяцев, мы провели 547 рейдовых мероприятий. Штраф наложили на 460 тысяч рублей и 178 предупреждений. Поэтому данная мера мы как бы с Государственным собранием Ильтюмен мы в прошлом году вернули штрафные санкции в мае 2022 года. Сейчас штрафные санкции играют свою роль. И ответственно, основное нарушение это правило выгула собак. То есть они не должны находиться на улице. И проводим превентивные меры, проводим классные часы, презентационную работу и по бережному отношению к животным. Наши инспектора проводят на местах. Ну, на федеральном уровне принят закон, не секрет, да, что регионам передают какие-то некоторые определенные полномочия по обращению с собаками. Да. Какая-то есть информация по этому поводу, как у нас в Якутии, что-то будет меняться? Ну, сейчас наш региональный ветеринарный надзор по безнадзорным животным, мы уже проект готовим, и к октябрю месяца мы должны занести данный законопроект на рассмотрение Государственного собрания Ильтюмен. Хорошо. Вот сколько средств в целом, да, ежегодно выделяется на деятельность ветеринарной службы республики? Хватает ли финансирования вот на все мероприятия?
Спасибо за вопрос. Ну, в основном в этом году у нас предусмотрено 1 миллиард 760 миллионов рублей. Ну, сумма как бы большая, но если расшифровать, это где-то у нас фонд оплаты труда составляет 1 миллиард 150 миллионов. Но остальная сумма выделяется для учреждений, оплата коммунальных услуг, оплата проезда в отпуск в основном. Ну и остальные вопросы, как бы, вот, искусственное осеменение у нас и приобретение вакцин, вот на такие цели у нас. В основном у нас есть другая деятельность, это внебюджетная деятельность. По нему тоже мы отрабатываем, то есть мы оказываем услуги, деньги, которые нам поступили, за счет этого у нас приобретаются лекарственные препараты. Ну вот в прошлом году была утверждена стратегия развития государственной ветеринарной службы Республики Саха-Якутия. На какой период построены планы, ну что удалось выполнить, может быть, за прошлый год, в этом году? Да, последние 2 десятилетия таковых нормативно-правовых документов не было. Я очень благодарен нашему курильщему зампреду Михаилу Викторовичу Никифорову. Во главе нашего курильщего зампреда мы разработали данную стратегию, защитили в стратегическом совете при правительстве. И данная стратегия у нас срок поставлен развитие ветеринарной службы до 2030 года. Так. Ну, основная цель – это укрепление материально-технической базы, обновление автопарка и, в первую очередь, это повышение заработной платы. Вот так. Ну, основные цели, да, конечно, да, вот они такая имеются цель. в виду. Да? А вообще повысилась ли заработная плата у ветеринарных специалистов? Ну, спасибо. Годы, да? Спасибо за вопрос. У нас глава республики Арсений Сергеевич и председатель правительства Андрей Владимирович Тарасенко. В этом году было подписано постановление правительства, и с 1 апреля у нас повысились, смотря от категории должностей, до 35%. Это повышение заработной платы. Если сказать конкретно, у нас средняя заработная плата по итогам первого полугодия составила 57 тысяч рублей. А если конкретно идти по ветврачам, начисление идет 55 тысяч у ветврача и ветфельдшера 49 тысяч рублей. Поэтому мы благодарны главе нашего правительства, что у нас как бы идет повышение заработной платы, и надеемся на дальнейшее повышение заработной платы. Ну, Петр Лукич, и в завершении нашей беседы, что бы вы хотели пожелать своим коллегам в профессиональный праздник? Спасибо. Ну, мы всегда дружим национальной вещательной компанией, средства массовой информации. Спасибо, и в дальнейшем мы будем сотрудничать, и с вами должны работать очень тесно. И вот хотел бы нашим ветеранам ветеринарной службы, особенно, да, есть у нас такие опытные люди, которые и сейчас нам помогают, советуют, и нашим ветврачам, практикующим ветврачам, врачам ветеринарных лабораторий, частных клиник, у нас широкий спектр. Ну, всем желаю, поздравляю нашим профессиональным праздником, День ветеринарного работника России, который мы отвечаем 2014 года. Ну, желаю крепкого, бодрого здоровья, счастья, благополучия, ну и стойкого эпизодического благополучия нашей республики, и чтобы у вас вы радовали своих родственников, детей, внуков, и чтобы у нас была крепкая семья, сильная Россия. Мы за все хорошее. Ну, мне остается только присоединиться к вашим поздравлениям. Петр Лукич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейшей успешной работы на благо нашей республики и новых достижений в ветеринарной службе. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.